Добрый день, дорогие телезрители. Мы продолжаем наше бесчинство, и мы смотрим второй сезон семейной программы, которая называется «Турслет всей семьи». И во втором сезоне мы выполняем одно наше обещание, которое нам не удалось притворить во время, скажем так, первого сезона. Победители зимнего сезона должны были встретиться с победителями летнего сезона. Хорошо, что у нас есть временной, скажем так, ресурс. Хорошо, что у нас есть те люди, которые нас поддержали, в частности, это Министерство труда и социального развития. И хорошо, что у нас есть семьи, которые готовы рискнуть, готовы включиться в любой движ и могут себе позволить, скажем так, потратить дня 2-3 на то, чтобы испытать, чего же они стоят на самом деле. Целый вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Республики Александр Ильич. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Обеспечим выполнение таких нестандартных заданий нашими участниками? Конечно. Евгений, Сан Ильичу помогать будете, да? Да. Самый главный его переносчик. Мул. Получается, да? Что-то вроде того. Опыт скалы много, да? Ну, на скалах, вот с Афродиты недавно приехал с ним. С ним? С Александром Ильичем. Ездили на Афродиту. Бывало уже там. Хорошо. Ну, есть такое. Автобус нашего ведущего Евгения, который по совместительству туроператор. Многие туристы знают этот автобус. И он загружен сверху. Здесь одна из головных машин наших съемок. Как звать? Королиана. Королиана, да? Ага. Ну, мы знакомы с братом, с Валентином. Подготовка как? Нормально. Такая же, как у него, да? Ну, не прям. Ну, не прям? Ну, не подведешь родителей? Ну, попытаюсь. Попытаемся, да? Какой класс? 9. 9 перешла. Закончила. Ну, получается, выпускные классы остались, да? Отлично. На Иланке когда-нибудь были? Нет. Ни разу не были, да? Сухое молоко, если есть, возьми. У меня, короче, нету сухого молока, джема и вот этой овощной закуски. Ага. Сухое молоко тоже. Мы рады приветствовать всех зрителей телеканала Якутия-24 с знаменательным моментом. Мы начинаем второй сезон телепрограммы «Турслет» всей семьей совместно с Министерством труда и социального развития нашей республики. Мы сделали предварительный отбор 2 команд. География у нас очень интересная. Это Алданский район, поселок Таммот, семья Солкиных. И Алекминский район у нас представляет победителей прошлогоднего зимнего сезона, семья Филипповых. Но замена произошла. Вместо сына Валентина, который принимал участие в зимнем сезоне, у нас сегодня будет представлена их дочь Королиана, которая закончила 9 класс и надеется, что не подведет семейную команду. Формат «Турслет всей семьей» предполагает участие обоих родителей, то есть если в соревнованиях типа там ага-кюря-ага вместе с матерью, вместе с мамой идет участие только одного из родителей, то в «Турслет всей семьей» принимает участие полностью вся семья. Итак, у нас сборы, у нас последние приготовления, и буквально через несколько дней, и буквально через несколько минут мы стартуем в направлении замечательного места под названием Иланка. Вот большой человек, главный оператор нашего проекта, Петр Егорович, военкор нашего канала.
оборудование. Все готово к нашему приключению. И завтра, послезавтра наши участники покажут, надеюсь, нам класс. Все, участники и группа обеспечения собираются. Евгений забывает главное правило. Евгений забывает главное правило. Да, мы... Общий котел — это общий котел, а, скажем так, личное предпочтение — это личное предпочтение. Так, Да, на что самом ты взял? деле, смотрите, Молоко я взял. хотел сказать, что мы в этом походе будем готовить кашу на жидком молоке, в отличие от велопоходов и пеших, когда мы готовим на сухой. То есть сейчас мы это молоко положим в холодильник, у одного из участников в машине есть морозильник, и у нас все продукты доедут прекрасно сохранившись. Это что? Это энергетик, он тоже иногда бывает нужен в этой жизни. Вот так вот приложим, остальное все поедет Всё- здесь. всё И замечательно. ждем 5-минутка брифинг, ведь сейчас будет, да? Да, ну брифинганем. Вот Покровск, и вот в городе Покровске непосредственно придется заехать, видимо, нам в Покровск на экскурсию, заправиться там и продолжить путь, потому что дальше заправок не будет, а если нет топлива, как говорится, нет и движения, топлива нужно и машинам, и людям, и нашим участникам. Я не знаю, будут ли в пути у нас перекусы, поэтому мы купили какие-то снеки, в дорогу ехать долго, порядка 2 часов, но говорят, по пути есть неплохая кафешка в Улаханане, не знаю, доедем мы до туда или нет. Для меня лично Она сейчас вряд ли работает. до сих пор локация остается неизвестной, поэтому мы Еланка. едем. Еланка. Еланка. Ну что ж, знаменитая Еланка. Снова увидимся, это здорово. Вот так вот ездит настоящие туристы из Вот. Алекминска. Станислав. С холодильника. Холодильники. Все есть. Что надо. Ну да, затарились капитально. Ждем маму, да, завтра. Да, сегодня, Мгм. сегодня ждали, не дождались. Надеемся, что завтра прибудем. Доехали нормально, да? Нормально Вы доехали. же через частную, получается, Через нефтепровод. нефтепровод Да, приехали. да? проехали. Нормально там обошлось все? Да? Все нормально. Медведей видели, лосей видели, белых видели. Всех на свете. Уже всех собрали, там лось, медведь и так далее, да? То есть, С медвежатами. ну, с медвежатами прям? Но Вообще классно. Ну что, время 14:10, и пора уже как бы выдвигаться в путь-дорожку. У нас один из участников, семья Филипповых, не в полном, правда, составе здесь. Петр Семенович, мы фиксируем этот момент. Все соглашения будем подписывать завтра. По дороге нас ждут Солкины из поселка Дом-Мот. Присоединятся тоже к нам. Они, воспользовавшись моментом, решили взглянуть на белого медведя в зоопарке оттуда. На самом деле замечательное желание, потому что, ну, проезжать мимо, как бы, Да, в 50 когда еще километрах, придешь. да, когда еще придешь и посмотришь на белого медведя. Да? Еще раз, у нас команда практически та же самая. Ведущий это Евгений Никифоров и Руслан Ачиров, который на текущий момент преодолевает расстояние до села Еланка на моторной лодке. Получается, ну, он турист опытный, как бы доберется раньше или позже ли нас, но посмотрим. К нам присоединяется вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Александр Ильич Спиридонов. Еще раз, Спортивная федерация спортивного туризма и альпинизма и скалолазания оказывает всемерную поддержку данному телепроекту, который служит задаче, как мы прописывали с Петром Семеновичем, культивирования, в том числе и аспектов экстремального и спортивного туризма. Да? То есть у нас в заданиях будут совершенно разные вещи. То есть те же этапы дорога, этап спасатель, этапы туризм, спорт и так далее. То есть ждите в течение нескольких недель на телеканале Якутия-24 в цикле «Турслет всей семьей» мы покажем вам испытания, которые, безусловно, сделают семьи Филипповых и Столкиных крепче, увереннее и, не побоюсь этого слова, сильнее. Здравствуйте, вас приветствует активная многодетная семья Филипповых с Алекминского района. Станислав. Альбина. Мы родители 5 детей, работаем в Алекминском техникуме преподавателями. Также участвовали и являемся победителями зимнего сезона «Турслет всей семьей» 2024 года, где участвовали со старшим сыном Валентином.
Мы очень ждали летний суперфинал, и вот, наконец, мы в предвкушении ждем летних соревнований по турслету всей семьей 2025 года. Нынче мы будем принимать участие со старшей дочкой Каролианой. Ей 15 лет, она закончила 9 класс. В данный момент ее нет с нами, она находится в деревне у бабушки. Хотим выразить огромную благодарность организаторам прошлых и предстоящих соревнований, всем участникам. Удачи! Семья Филипповых, Алекминский район. Отец Станислав, 43 года. Маме Альбине 37 лет. Работают преподавателями в техникуме. Дочь Каролианна, 15 лет. Всего в дружной семье Филипповых 5 детей. Семья Солкиных, поселок Таммот, Алданский район. Леонид, 40 лет, работает в образовании, кузнец. Ольга, 38 лет, воспитатель школы-интерната. Сын Елизар, 16 лет, студент Алданского техникума. Леонид Солкин, кузнец-самоучка, как он себя называет. Да, прибыли. Да, и его семья. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Как доехали? Отлично. Да. Все хорошо. Немного жарко, а в целом хорошо. А где дети? Дети в машине. Да, давайте мы посмотрим детей сейчас. Давайте. Семья Солкиных. Вот участники, я так понимаю, да? Да, Елизар, да. Здравствуйте. 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 Сколько лет? 16. 16. Класс какой? Уже 11. Уже первый курс. Уже первый курс. А, да? 16, ну лет 16. Да, 16. Ага. И Ратмир. Здравствуйте. Радомир? Ратмир. Ага. Класс какой? 5 я перехожу в 6 я. Ну, хорошо. Ну, будешь следить за братом, да? Да. Чтобы ничего такого не происходило. предпринял, да? Да. Подсказывай. Ясно. Вот наши... вот та машина, это наши участники. Вторая семья? Вторая семья, да. Ну, хорошо. Вот так. Итого сколько потратили с Томмота до... По времени? Да. Часа 4, наверное. Да? Нет, мы в 8 выехали и Макшеголов переправились, да, где-то в 2. 2 где-то, да? Ну, Ну, отлично. А вы в Виланке не были же до этого, да? нет. Ну, очень хотела мама у нас туда. Да, я очень Съездить, хотела в всё Еланку. посмотреть. Говорят, что там очень знаменито полезными травами и так далее, так как мы занимаемся собирательством, собираем травы для чаев и так далее. Поэтому очень интересно и хочется там побывать. Ну, сбудется. Экскурсию сделаем, наверное, еще там Мы музей. очень на это надеемся. Музей, Прекрасно. если он открыт. Будет здорово. Там Мы он очень любим ходить по музеям. по выходным работает, по-моему, а в будни он интересно. Ну, надо там бабушку Откроем. попросить. Бабушку Нет, там бабушка, она, если откроет, то откроет, если нет, нет. Все понятно. Ага. Как у молодого человека настроение? Да вроде нормально, выспался. Не смущает то, что в соперниках девочка? Ну, как бы, Девочка. да, девочка девочкой, а соревнования соревнованиями. Ясно. Понял, хорошо. Ну, Леонид, было одно из условий, это конкурс «Полевая кухня». Наверное, Да-да. к Ольге, да, обратимся. Ольга, какое блюдо будет? Ну, пока мы не будем раскрывать всех секретов. У нас есть некие наметки, как бы, так скажем, меню составлено, но пока будем держать в секрете. Ясно. Единственное, что скажу, что данными блюдами мы пользуемся постоянно в наших семейных походах. Ну что ж, мы остановились первым делом. Первая остановка у нас Ортодойдо. Здесь у нас находится семья Солкиных. И сейчас будет первая встреча, скажем так, команд конкурентов нашего второго сезона. Давайте посмотрим, как это происходит. Ну вот, встречаются главы семей, Леонид и Станислав. Это вот ребенок. И второй ребенок, это у нас Каролиана. Да. Здравствуйте. Так что, как мы видим, весовые категории достаточно, скажем так, достаточно разнятся, да? Но тем не менее, условия соблюдены. Каролиане 15 лет, Елизару 16 лет. Как мы и объявляли, полностью семья в составе отец, мать и ребенок 15-16 лет. Они участники второго сезона телевизионного цикла «Турслет всей семьей», который будет проходить
в этом году, опять же, в окрестностях села Иланка, в самом живописном месте, одном из живописнейших мест нашей республики, туристической Мекке, ну, прилежащих, скажем так, населенных пунктов. Ну вот, смотрим, первая встреча у нас проходит. Друзья, тут поступило предложение устроить первый экспресс-конкурс на скоростное поедание шашлыка. Потому что, как я видел, как люди закупились шашлыком, и время уже обеда, и, наверное, самое время разогреть наши желудочки и как следует пообедать, потому что путь нам предстоит не близкий, и ужин неизвестно, когда будет. Кстати, что у нас на ужин, Дмитрий? Ты же у нас за лагерем, короче. На самом деле рацион питания составлял Евгений, как один из руководителей, скажем так, турсообщества. Еще раз напомню, он руководит туристическим агентством целым, да, туркомпанией «Попутный ветер». Все верно, да. Я думаю, с голода мы не умрем все эти 4 дня. Я вижу, как люди все активно к этому подготовились. Я уверен, что они все умеют готовить. И забегая вперед, скажу, что один из конкурсов — это у нас гастрономический конкурс. Полевая кухня. Полевая кухня он называется. Он завтра будет. Ох, ну ради этого можно потерпеть. Когда приедет вторая мама, которая сейчас находится во Владивостоке, да? Когда семьи будут в полном составе, да. Говорят, что меня поставили в жюри конкурса «Полевая кухня». Да, в прошлом году был Руслан председателем, а в этом году, наверное, Евгений будет рулить как один из ведущих программы «Испытан на себе». «Испытан на себе» гастрономия от участников нашего конкурса «Турслет всей семьей». Точно. Так что ожидаем, да, таких няшек, вкусняшек всего на свете и так далее. Такое. Я уверен, что будет алекминский сыр более чем, да. Кстати, такой вообще... И уверен, что будут какие-то дикоросы, обязательно там, возможно, рыба будет. Но это забегая вперед. А в целом, ну, ты пошутил насчет шашлыка или нет? У нас, в принципе, сперва поедим ваши, потом каждый свой. Ну, ясно. Так. Нет, на самом деле, если мы все уже готовы ехать, если сейчас нас ничего не держит, если ребята уже посмотрели, ознакомились с достопримечательностями, лучше, да, доехать и спокойно, не спеша ставить базовый лагерь, и там уже наслаждаться видами и едой. Мы потерпим, ничего страшного, 2 часа. Все верно, абсолютно верно. Давайте, нас еще ждет штатный фотограф нашего проекта, Максим, он ожидает на Максагаллохе. Едем. Прекрасно, в дорогу. Ну что ж, друзья, мы находимся уже в непосредственной близости от театра наших боевых, так сказать, действий. И кажется, уже началось первое испытание дорога. Мы встретили автомобиль, у которого пробило колесо, запаски нет. И вот вся наша группа дружно остановились. Сейчас вы видите, как будет решаться проблема. А мы поддомкратим автомобиль, попробуем подкачать, найдем прокол. И с помощью жгутов, если это бескамерное колесо, то попробуем устранить проблему. Можно сказать, что это своего рода тренировка перед испытанием дорога. Поднять все равно надо. Да, Илангская дорога такая, что здесь поймать острый камень без проблем. Встал и вышел. Молча. У нас в прошлом году ровно такое испытание. Да, друзья, что интересно, здесь такой дежавю. В зимнем этапе было действительно испытание, нужно было поменять колесо, но там у нас было преимущество, у нас было запасное колесо. Сейчас мы будем колдовать над единственным колесом. Так, пошла накачка. И сейчас попробуем найти причину. Удачно вы попали на телевизионный проект «Турслет». Сейчас вы попадете, сейчас еще. Ваша машина попала, так сказать, в превью первой серии 2-го сезона проекта «Турслет». И как раз вот участники — это семьи, которые будут бороться за приз. Сейчас они уже начали бороться за него, меняя вам колесо, ремонтируя вам колесо.
Стоп, я забыл забыть секундомер. Секундомер, точно. Что случилось? Я ехала с Якутска в Улхан-А, и вот я не знала, что здесь гравий, к сожалению. Я ни разу здесь не была. Поэтому я думала, еще у меня запаска есть. Оказалось, И его одна, нет. да? Да, и одна. Ну, рисково, Мне там- очень рисково. Мы якутские девушки суровые. Да. Я думала, у меня колесо есть. Оказывается, его нет, к сожалению. Надо убеждаться. Мгм. Надо было посмотреть и убедиться. Он с 8 утра на дороге. Да это дело-то не в том. Я машинист тяжелой техники, так что я болтики-то знаю, как откручиваются. Я на грейдере 6 лет отработал. Ух ты, чем мы его затягивали-то? Пистолетом видели? Даже не качает, да? Тут все провернул, да? Да. Да, я покажу. Приехал раз, не нашел и уехал. Двое глав семейств, Леонид Солкин и Станислав Филиппов. Даже вот у него Алекминский район, Филипповы и Леонид Солкин. Заваливается, да? Блин, как бы не того. Надо камень. Побольше, да? Любой. Чуть-чуть там посмотрите, чтобы... Стас, подожди-ка, вперед надо чуть-чуть. Чтобы не перетянули мы его. Вот сюда. По Донкрату гляньте. Еще. Чуть-чуть. Так пойдет все. Не уедет. Не уедет. Туда, под переднего. Ну и в определенных условиях есть, конечно же, определенный алгоритм действий. Я думаю, что главы семейств, как люди бывалые, опытные, знают абсолютно точно. О, Нет, все уже. Здесь только Здесь камера полезно. поможет. И... Еще заплатку надо. Без заплатки. Или камеру другое, да. поставишь. Заплатки. Это прямо совсем много. связи нету, да? Вообще нету, да? Ни МТС, ни Мегафон, ни Билайн, да? Много. Хотя бы, На 15 камер. хотя бы позвонить кому-нибудь. Так не, все равно корт какой-то. Туда, там на время там до дома дойдет, затихать. Населенного пункта просто с колесом взять колесо, сыграть такую, так сказать, роль техпомощи. Здесь Булгунихтаг буквально 5 километров. Берется этот баллон, едется на шиномонтажку, если она там есть, да, скорее всего, есть. И наверняка, 15-я резина, это распространенная. Я думаю, что в какой-то мастерской могут ее перебортировать, поменять, накачать, и проблема решится на какое-то время. Хорошо, еще раз напомню, что мы недалеко совсем от населенного пункта, а не где-то на Иланке, в лесу и так далее. Хорошо, делаем таким образом. Жень, тогда решение такое. Колесо ко мне. Отлично. Мы едем. Так, вы едете Мы на двинем Еланку, потихоньку, да, на локацию. ищите место. Еще раз, по логике судите. В смысле, чтобы и дрова, и это баланс был. И машины могли проехать. Да, и машины могли проехать. Все хорошо. Либо подтянемся. Дорога такая здесь не очень хорошая. Возможно, мы как раз подъедем к Иланке, вы нас догоните. Все-таки Subaru валит. Нет, шины-то тоже асфальтовые. Как выяснилось, да, здесь нужно быть очень аккуратно, потому что вот наглядный пример на камнях, на острых камнях. Здесь может быть такой пробой, который устранить в полевых условиях невозможно, друзья. Наша новая знакомая работает, оказывается, в медицине. Приехали в Булгунихтаге в шиномонтажку. Ремонтируемся. Карточки, кстати, нет на экшне, но зато камеры у ребят все живые, все заряженные. Так что даже на первый день, я думаю, хватит. И на второй, и на третий. Рассчитываем управиться завтра полностью в течение светового дня.
Опять же, мы в селе Волгунехтах занимаемся немного помощью на дорогах. Вот наша попутчица Аня, да? Таня, Татьяна. Вот, медик. И мы сейчас занимаемся тем, что чиним, даем возможность человеку доехать. Петр Егорович серьезно взялся доехать до места назначения. Ну, доедет, хотя потихонечку иди. Тебя удачно доехать. Спасибо большое. Угу. Все, аккуратненько. Ага, спасибо. Аккуратненько.